او ارمان پسری مردم. پسر مردم؟ مردم برنگشته است. پس کجا؟ میگویند که او کیها در آنجا زن گرفته. روزی بیچاره در اینجا سرسان یک پسر ختنه کرده نمیتواند. او مردانی بی‌برار در آنجا زن نگیرد میمرد. برازیه اقلا یک پولی پوچک هم نمیفرسته. پسرش کلان شده نابریده میگرده. دیه را حرام کرد. قریب 10 ساله شده است. Фильмом, который подводит некий итог тем основным темам, которые были подняты таджикскими кинематографистами в фильмах периода суверенного Таджикистана, является картина «Теснина», таджикское название «Тангно» режиссера Мухиддина Музафари, который он создал в 2017 году. В основу фильма был положен рассказ таджикского писателя Сурбона, который был переработан в киносценарий Бахтиером Каримовым. В открывающихся титрах фильма значится, что он посвящен десятилетию принятия закона об упорядочении традиций, обычаев и верований, который был принят в 2007 году, и направлены на то, чтобы в первую очередь предостеречь людей от превышения затрат на проведение традиционных ритуалов, связанных с жизненным циклом, рождением, возрастной инициацией, свадьбами и похоронами. Примечательно, что в фильме запечатлены совсем не эти идеи. В картине представлена история, отраженная глазами ребенка, один из родителей которого находится в вынужденной рабочей миграции. Эта тема присутствует в предыдущих рассмотренных фильмах данной серии, в фильме «Присутствие», в фильме «Полет пчелы», «Календарь ожиданий», «Истинный полдень», представляя в них разные точки зрения на рабочую миграцию, эмиграцию, ее отражение на судьбах таджикского общества. Сюжет фильма «Тангно» сводится к истории мальчика по имени Армон. Согласно традициям таджикского кино, это говорящее имя. В переводе с таджикского означает «непритворенное желание», «мечта». 5 лет назад отец Армона, оставив землю предков и семью, уезжает на заработки в Россию, чтобы затем использовать заработанные деньги для организации праздника по случаю обрезания сына. Но со временем он перестает отправлять деньги домой и поддерживать контакт с семьей. Армон растет и постепенно становится изгоем в деревне с традиционным укладом, так как он не прошел обряд обрезания, что символизировало бы его принятие в мужской коллектив. Общество отвергло его, не прошедшего своего рода инициацию, согласно которой он уже мог бы считаться мужчиной. آمین کنیم مراجعان خدا عمرش دراز کند. الله اکبر. Антагонистом фильма является сосед Далол, делец Кряга Ханжа, который положил глаз на мать Армона из-за долгого отсутствия супруга. Стоит отметить, что персонаж Далола обладает набором характеристик, ставшими нарицательными в таджикском кино. Его ярким прототипом можно назвать Кори Исмата, Кори Шкамба из фильма 1966 года «Смерть ростовщика» режиссера Тухира Сабирова. В нем также выразились черты персонажа соседа нового таджика из фильма «Полет пчелы» режиссера Джамшеда Усманова и председателя колхоза из фильма «Боль любви» режиссера Анвара Тураева.
Армон выхаживает хромого осла Далола для того, чтобы вместо учебы в школе работать носильщиком на местном рынке и в итоге легитимировать себя в глазах окружающих, заработав деньги на праздник по случаю своего обрезания. Однако стоит ослу выздороветь, Далол выражает желание получить свои проценты от доходов Армона, как истинный хозяин животного. Далол получает отказ от мальчика и в отместку крадет сбереженные им деньги. К слову заметить, Армон второгодник в школе, 3-й год учится в 1 классе. В этом проявляется его детская травма, отсутствие поддержки отца, коллективная травля со стороны деревенских сверстников, тяжелое материальное положение в семье. نگاه کنید بچه ها ما بریده اینجا چیکار میکنه؟ این رادی دادن نیست فهمیدی؟ حالا تو باز برای ما آب رو حرام میکنی؟ بچه ها بود نبود باز کردن نتوانم بهتر از بلنده خواهم زد فهمیدی؟ چی گفتی؟ В отсутствие отца Армон следит за дедушкиной землей и завершает рыть канал, в свое время начатый отцом. О судьбе мальчика зрителю известно мало. Существует 2 версии фильма – продюсерская и немного более длинная режиссерская, согласно которой мать Армона приезжает в Москву в поисках супруга, находит его на службе в чем-то загородном доме и попадает в неоднозначную ситуацию. Она видит его вместе с маленькой девочкой на руках и приходит к выводу, что муж в России создал другую семью. Катя, иди сюда, моя хорошая, где ты? О, иди сюда. Россия? По версии самого Мухиддина Музафари, мать Армона ошибается. На самом деле девочка является хозяйским ребенком, но при наличии скудных деталей восприятие зрителя складывается и обратная картина. Ей вполне соответствует более короткая продюсерская версия фильма, которая умалчивает о том, что же на самом деле происходит во время маминой поездки в Москву. بیبی جان آچه؟ آچه جان جانی آچه آمده آمدم بچم دادن کجاست؟ یافته؟ یافته؟ دادا جان دادا دادا جان دادا دادا جان دادا دادا جان دادا دادا چرا گریه میکنید؟ دادم کجا؟ جان دادم اومدم خیر دخترم من میروم.
Мать Армона лишь приезжает расплакавшаяся и почти ничего не объясняет сыну, который начинает осознавать, что отец больше не приедет, и ему самому пора взять на себя обязанности стать главой семьи. В фильме он все время пытается доказать другим, что уже не ребенок. Заметьте, в 10-летнем возрасте он представлен распоряжающимся финансовыми расходами по случаю приготовления к обрезанию. Обычно ответственность за проведение ритуала по всем правилам ложится на отца ребенка. И он очень расстроен, узнав о краже сбережений. Жена Далола вынуждает последнего на протяжении нескольких эмоциональных сцен домашнего насилия отказаться от спора с мальчиком и вернуть ему украденные деньги, когда она, забрав детей, уходит от мужа, а к Армону и его матери возвращается раскаявшийся отец. Картина снята объективной камерой с размахом для того времени, для 2017 года, как если бы была написана широкими мазками. Задействованы крупные массовки, будь то сцены красочного празднества, обрезаний или таджикского базара. К тому же фильм был снят, как и «Полет пчелы» Джамшеда Усмонова в Сагдийской области на севере Таджикистана, и в нем нашли воплощение характерные традиции и обычаи местности. Так, например, интригует это и одновременно восхищает найденная авторами открывающая сцена фильма, в которой старик Кликун во весь голос зазывает жителей кишлака на торжество, организованное в том или ином доме. Фильм «Тангно» интересен тем, что эксплуатирует нарративную структуру Hero's Journey, то есть путешествие героя, при которой Армон действительно становится образцом для подражания, героем современной сказки, проходящим ряд испытаний на пути осуществления желаемого. Только эта история не герой, уехавшего за 3-9 земель в поисках заработка на свадьбу, а наоборот, происходящий на родине в тылу. Режиссер фильма проводит еще одну аналогию. Судьбы Армона и хромого ослика, которого тот берется исцелить, тождественны. Оба видятся неполноценными и бесполезными в глазах других. И здесь поднимается ключевая проблема этого фильма – вписывание в традицию, наконец, шире, следование конформистскому мышлению. И авторы приходят к выводу, в этом смысле и смысл картины, что в таджикском обществе большую роль играют традиции, как средство принятия людей в коллектив, их социализация. На это указывает сцена семейного совета, в котором участвует мать Армона и ее брат, который предлагает организовать церемонию обрезания скромно и в домашнем кругу. Однако Армон и его мама категорически отказываются, так как его отец хотел провести ее достойно в глазах соседей, что означало бы большое торжество и доказывало легитимность пребывания в коллективе. На протяжении всего фильма корень зла видится Армону в том, что «дастиман халол нест», дословный перевод с таджикского «мои руки не очищены, не освящены». И этот, представленный в фильме частный пример, в последние годы становится нормой жизни, в ситуации, когда дети начинают взрослеть в неполных семьях. Остановление семьи, сплочение коллектива, которые представлены в финале фильма, имеет воспитательное значение, ведь в сущности их можно трактовать шире, как национальное единство. Именно об этом говорят финальная сцена фильма, в которой отец и сын облагораживают дедушкину землю, и по вырытому ирригационному каналу начинает течь вода. Оба разобьют сад, который впредь будут называть садом Армона, в котором претворяются все мечты.